Сейчас я, дорогие друзья, сброшу. Угу. Слышно? Музыка слышна? Угу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, но передача у меня, значит, выйдет в пятницу, поэтому сегодня пятница, 6 марта 2026 года. Это я специально делаю, потому что передача будет выходить в записи. Сегодня снова с вами я, автор и ведущий авторской передачи Когито Бурята, Зуртан Халтаров. Сегодня у меня гость Михаил. Михаил, приветствую. Здравствуйте, Зуртан. Так, сейчас я включу ваш микрофон. Ну, в общем, за эту неделю очень много таких интересных событий произошло. Не только во всем мире, собственно говоря. И началось это еще в предыдущую пятницу, когда, значит, доблестные американские военно-воздушные силы, значит, какая-то часть стратегической авиации, вполне возможно, ракета Томагавк, пущенные с американских эсминцев, уничтожили, физически убили духовного лидера Ирана Аятоллу Хаменеи. Что вы думаете по этому поводу? Как вообще знали ли вы о том, что где-то там происходит что-то горячее? Ну, конечно, знал. Не знаю, что думал. Ну и в свете, например, того, что, значит, вот эти диктаторские режимы, они очень друг друга любят. И, в общем-то, значит, соответственно, друг дружкой пользуются. И на начальном этапе войны, значит, с Украины Путин активно использовал иранские, значит, как их правильно, дроны камикадзе, шахеды. Ну, до тех пор, пока они их локализовали в этом, значит, производство в Елабуге. Ты хочешь Под Казанью. говорить именно в контексте войны с Украиной или отдельно Иран, Израиль, США? Ну, я думаю, что там же ведь все связано так или иначе. То есть это же неспроста. Ну, ты вот, например, обладаешь определенным оружием, да, и вот ты зачем, с какой целью ты передаешь это оружие, значит, русским, например. То есть они, видимо, хотели от русских получить там уран, может быть, обогащенный уран для того, чтобы сделать свою собственную ядерное устройство, значит, и бросить вполне вероятно его на Израиль, например. Ну, понятно, что они вместе держатся, все эти режимы. Угу. Однако же, мне кажется, атака США на Иран Угу. никак не связана с войной в Украине. Это просто такое следствие приятное, некоторое вроде для украинского государства, что такой союзник, ну, можно сказать, один из главных таких военных союзников сейчас в России, он заметно ослаблен. И ослаблял его в основном-то на самом деле Израиль. США, я вот честно сказать не знаю, почему США решилась на эту атаку, что их подвигло, какой был триггер этого. Я до сих пор не очень понимаю. И не знаю, может быть, никто не понимает, вообще был ли какой-то триггер, было ли это спланировано, либо это какая-то операция такая удобного времени. Просто выбрали какой-то удобный момент, чтобы ослабить своего врага. Да, Иран является врагом Америки, не секрет. Но я думаю, что на Иран в Америке заноза еще со времен захвата американского посольства.
Я помню эти 90-е годы, там постоянно вот эта тема возникала о том, что, особенно после того, как в 94 году там где-то в Африке взорвали американское посольство с кучей жертв. И я помню, прям вот постоянно на российском телевидении крутили о том, что вот там, значит, во время исламской революции было захвачено там американское посольство, их там, по-моему, несколько лет держали. И, если я не ошибаюсь, президент Картер, он инициировал, значит, то есть операцию, и там, в общем, вертолеты, которые должны были деблокировать американское посольство и вывести захваченных дипломатов, они там, ну, то есть операция провалилась фактически. И потом же была такая история о том, что поссорились два тирана, так скажем, два соседа. Вот Иран поссорился с Саддамом Хусейном, и там была длительная там, десятилетняя война. После как раз этих событий американцы, в общем, довольно активно Саддама Хусейна поддерживали, ровно до тех пор, пока Саддам Хусейн не решил, а почему бы ему не завести ядерное оружие, да, на сверхдоходы. И это было против идеи разоружения, да, которую Советский Союз в том числе двигал. И поэтому, в общем-то, и, значит, там вот эта ближневосточная ситуация, она вот имеет такие замесы, так скажем. Поэтому и первая операция была в буре в пустыне, когда, значит, осадили Саддама, когда он захватил Кувейт, да, явно, ну, а Кувейт это союзник Соединенных Штатов. И, в общем-то, вторая операция «Лис в пустыне», когда, в общем-то, Саддама, значит, загнали сначала в подполье, потом передали иракским властям, фактически бывшим его соратникам, и те его громогласно повесили. Я вот думаю, что, может быть, такая же история произойдет с Путиным, потому что вот он куда-то пропал, или я не слежу, но, в общем-то, комментариев каких-то свежих нет по поводу смерти Хаминеи. И они, видимо, думают, что вот, где гарантия того, что американцы, ну, не жахнут просто. Может быть, чем-то даже помощнее, типа какой-нибудь тактической нейтронной бомбой. Я думаю, конечно, у них есть такие опасения. Почему бы американцам не жахнуть? Сейчас ничего нельзя сказать точно. Американцы сейчас очень непредсказуемый народ. Господин Трамп очень непредсказуем. И это никому на руку не играет, на самом деле. Ни Путину, там, ни России, которые вроде пыжатся и кричат, что Трамп, Духан Кориджи и все прочее. Но мне кажется, после ликвидации уже какого-то второго, да, союзника, Мадуру похитили, потом уничтожили лидера Ирана. Мне кажется, Путин задумался, на самом деле, а как бы не стать следующим. И были сообщения о том, что Путин созывает какое-то там экстренное совещание, собрание, там, совбеза или еще чего-то. Мне кажется, обсуждали это они именно вот это, что, ребят, посмотрите, у нас в какую-то не ту сторону пошло, как бы нам следующими не оказаться. То есть речь шла об этом, а не о том, что как бы нам послать помощь в Иран или там отбить Мадуру. Это, ну, у меня вот такое мнение. Я вообще даже очень сильно подозреваю о том, что, ну, вот интересная была раньше ситуация, да, то есть американцы, они же ведь долгое время, с момента объявления независимости, они еле-еле вывезли эту войну, если бы французы им не помогли, значит, с геополитических точек зрения, да, победить в войне за независимость. То есть там, ну, еле вывезли, на самом деле, американцы. Конечно, там был большой плюс о том, что американцы сами делали оружие, значит, порох и все прочее. То есть это было локализовано. Там чуть ли не каждый крестьянин американский, он умел это делать. Но там боролось за независимость 15% всего населения, которое там было в колониях. Все остальные это были лоялисты или в лучшем случае просто вот, ну, как бы, такие явные политики, знаешь, такие, как вражки. Так всегда так, пассионарий в меньшинстве. Да, ну и вот жертвы были огромные, конечно, перенесены вот этими борцами за свободу, и поэтому, конечно, вот на протяжении всего 20 века Америка поглощала активно вот этих пассионариев из Европы, которые тоже здесь пытались революции сделать, вот смести эти, значит, какие-то феодальные пережитки, так скажем, да, и вот ехали в США, и США богатела, но большую часть вот своей истории это было очень довольно бедное государство, и которое не могло себе позволить никаких вот там захватнических войн, и поэтому там родилась такая доктрина Монро о том, что мы не хотим там, значит,
быть разменной монетой в играх там европейских монархий на тот момент, да. И они приняли это решение, что мы будем вот улучшать торговлю, там, значит, инфраструктуру и все прочее вот в наших Америках. И отчасти это было, конечно, опасение после того, как вот Боливар, значит, провозгласил там Боливарианскую республику, и он провозгласил ее, глядя на американцев, собственно говоря, да. И они, конечно, опасались, что там создадутся Южные Штаты Америки, да, это будет такое. Тогда это уже было там, по-моему, 10 раз у них была разница по населению, да, и, в общем-то, тогда, видимо, американцы решили принимать активно, значит, вот таких беженцев из Европы. И, в общем-то, они не воевали вплоть, ну, наверное, до Второй мировой войны. Эта доктрина сохранялась, а потом, когда вот стала видна разница в экономиках, тогда же ведь, помню, в школьных учебниках, значит, была такая табличка, что вот Америка ВВП, да, и ВВП воюющих стран. И там оказывается, что одна Америка, она как там два раза или полтора раза, значит, экономика всех вот этих воюющих стран нацистской Германии, Советского Союза, Британии, Франции и так далее. То есть и тогда американцы перешли вот к этой системе, ну, как арсенал демократии, там вот эту всю систему, значит, антикоммунизм, различного рода вот эти движения, не пустить коммунистов, борьба с коммунистическим движением, там вот с красной заразой, нацистов они победили и так далее. И вдруг внезапно, там после вот этих вот всех процессов, там при Обаме или, может быть, чуть раньше, Америка говорит, да мы больше не можем дубинкой махать, нам надо извиняться перед людьми, каяться за там какие-то вещи там и так далее. И все, наверное, ну, круто после того, как Советский Союз проиграл, значит, идеологическую войну с Америкой, да, и вдруг внезапно стало модно там извиняться, на колени становиться, значит, там всякие БЛМ, там ДИ, там не ДИ, а как они, ВОК. Вот эта вот вся движуха, вот эта левацкая вдруг просочилась. И люди, которые, ну, раньше занимались помощью, недопущением там, международной торговли, значит, людьми, как мы сейчас видим во многих странах мира, вот эта работорговля современная, да, современное рабство, оно тоже очень опасное, под видом мигрантов, опять же, да, под видом нелегальных мигрантов, это же ведь целая система очень с большими финансами здесь крутится, международная структура, вот мы видим это дело Эпштейна, сейчас вот по-новому меня таргетирует в Твиттере, значит, ну, что даже бурятка там затесалась и так далее. Вполне возможно, что роль ее, так скажем, жертвы Эпштейна или там, значит, просто девки Эпштейна, она значительно принижена, да. И вот Трамп, он как бы так, мне кажется, вместе с его командой, они обозначили, что мы возвращаемся вот к этим позициям, которые вот после Второй мировой войны, то есть все те, которые хотят с помощью войны, значит, решать свои мелкие геополитические цели, там, например, да, ведь Путин напал по многим причинам на Украину, да, то есть одна из тех причин это вот не дать просто Украине развиться, а не дать получить, ведь что такое Украина, да, сейчас, даже сейчас, это дешевая электроэнергия, это, в общем-то, молодое относительно население, то есть украинские женщины готовы рожать и готовы рожать много детей, я так понимаю. Себестоимость производства очень низкая, потому что Украина обеспечена энергоресурсами и вообще самая богатая, в том числе природными ресурсами. Да? То есть, вот представляешь, то есть, если Украина, и когда Украина станет частью ЕС, то ведь многие производства самые современные, они будут там концентрироваться. И, конечно, Путин решил, что он не может позволить Украине развиться в богатое государство европейское. Поэтому он напал, поэтому он уничтожает, терроризирует украинское население, мирное население. Поэтому он установил вот эту линию соприкосновения, так называемую, для того, чтобы просто с течением времени уничтожались, стирались, так скажем, вот в этих, значит, раньше, как это называлось, пехотные атаки, да, или как их там, Мясные штурмы. мясные штурмы там и так далее, в них ну, уничтожались просто, если с русской стороны это всякое отребье, там, ненужные люди, так называемые, то с украинской стороны это же украинские патриоты все там. И, конечно, вот эту ось зла, которую в том числе Иран давным-давно возглавлял, нужно было поколебить. И сейчас это же не только даже сигнал, сколько для Путина, сколько, например,
сигнал для Си Цзиньпиня, не? Что посмотри, как мы можем. А ты собрался там что-то с Тайванем делать, дружище. Возможно. Просто, наверное, это все-таки был некоторый удобный момент, когда можно прижать своего давнего врага. Вот, мне кажется, никаких именно триггеров-то таких не было. Это Иран не завел внезапно ядерную бомбу, там ничего не сделал, никаких терактов там не произвел вроде 11 сентября. Ничего не было, просто люди. Вот это же, по-моему, все тоже началось с того, что, грубо говоря, голодные бунты пошли, да? И в США увидели, что есть некоторый запрос на смену режима. А смена режима была бы США очень выгодна. Ну и почему бы это не поддержать, если это выгодно? Ведь Ну, то есть, смотри, получается, что если русские не поднимутся, они явно не готовы сейчас, значит, вот как там, в 905 году стачки там делать различного рода, значит, вот эти вот акции неповиновения гражданского и так далее. То есть, если они типа не поднимутся, Америка-то и ничего с Путиным не сделает, да? ну, мне кажется, нет. А им вообще зачем что-то делать с Путиным? Путин не представляет никакой угрозы для Америки. Это, ну, некоторая маленькая региональная держава, которая, ну, в общем-то, ни о чем, так скажем. Ну, единственное, что она поставляет фактически бесплатные ресурсы Китаю, и это очень сильно играет на руку Китая, и в этом плане, да, конечно, Россия неудобная. Это такой склад ресурсов для Китая. Недаром же там даже высшие лица государства, в том числе Сечин, заявляют, что мы, Россия, это чашка энергетического риса для сверхдержавы. Ну, то есть они даже не скрывают этого. Не, ну, не скрывает этого по той простой причине, что, в общем-то, ничего из себя не представляет, выгребая ресурсы у колонизированных народов, фактически создав эту систему, относительно недавно ведь там вот эти вот поля нефтяные в Татарстане, в Башкортостане, они же появились ведь относительно недавно, это 40-е только годы. 20 века, да, потом, значит, были открыты огромные месторождения, значит, вот эти поля в Западной Сибири, значит, до Бурятии добрались, этнической, Казахстана, естественно, да, Дальний Восток. То есть, единственное, причем не без помощи американцев, вот, я так понимаю, что тут же Шлюмберже, американская компания, да, она там начала с советским правительством, работала еще в 20-е годы. То есть, технологии откуда-то же надо было. конечно, естественно, то есть технологии это все вот пришли из Запада, и даже до сих пор я читал, ну, по крайней мере, несколько лет назад информацию о том, что даже бур, который хоть сколько-нибудь достойно мог бы работать с русскими же, так скажем, условно говоря, породами, да, земляными, он не в России производится, он лицензионная продукция, и пока я так понимаю, что санкций на вот это оборудование не было внесено. Почему? Потому что Америке тоже выгодно, чтобы нефть, она, ну, так скажем, цена на эту нефть, она не была сильно скакала, то есть между спросом и предложением, чтобы все равно Российская Федерация производила нефть, и какие-то страны ее покупали. Это очевидно, потому что, ну, мы же помним, например, что Япония напала на Перл-Харбор из-за чего? Из-за того, что американцы решили, ну, просто ввести эмбарго на нефть, которая питала японский флот. То есть до 1941 года, да, Америка продавала, в общем-то, японскому флоту нефть свою собственную. Из Америки она шла через Панамский. И когда они сказали, что вы там ведете агрессивную войну в Китае, мы на вас эмбарго ведем торговое. Япония взяла там, ну, эти остатки нефти подкопила, напала, потому что им нужны были поля нефтяные, в том числе вот эти индонезийские, да, и они, в общем-то, совершили это нападение для того, чтобы обезопасить себя и захватить вот эти пространства Юго-Восточной Азии. Поэтому я думаю, что тут, конечно, довольно сильная мотивация. Ну, если даже вот пошаговой стратегии, например, играешь, и хопс, ты выходишь в танки, а у тебя нефти нету, да, так, и никто тебе, самое главное, нефть эту не продает, короче, ну что ты делаешь? Начинаешь мочить, значит, там, конями и лучниками всякими, короче, ближайшего соседа слабенького, хотя бы с одной нефтяной, значит, нефтяным месторождением, потому что, ну, как танками, бомбардировщиками воевать
получше приходится. Ну, то есть ты считаешь, что о том, что просто вот некий искусственный интеллект или некоторые аналитики, они сказали, что Трамп самое лучшее время именно в такой период жахнуть, уничтожить. А нет ли у тебя такого ощущения, что, например, повторилась фактически судьба с тем же Мадурой, потому что они же как Мадуру перед тем, как убрать, они договорились с людьми, с которыми можно договариваться. А поскольку это же они, все вот эти диктаторы, они играют такие роли, что они там, там как бы во главе вот этой всей сети, да, во главе пирамиды, что они там за ниточки дергают, да, что все к ним на поклон ходят, да. То есть получается ситуация такая, что они этого Мадуру выдернули и сами на эти же сети прыгнули сверху. Вот касаемо Венесуэлы. Ты имеешь в виду своего человека поставили? Не своего человека, а человека, с которым уже можно договариваться. Я вот почему, допустим, так думаю, когда как американцы могут воздействовать. Они, допустим, вот сидит Цыденов в Улан-Удэ, в Бурятии, президент как будто бы, да, ну, там Хурал, там все прочее, да, но он легитимный вот глава бурятского государства сейчас, да. Вдруг ему раздается с неизвестного номера телефон, значит, звонок телефона. Он поднимает трубку, ему там на русском языке с американским акцентом девушка говорит: здравствуйте, там, Алексей Самбуевич, значит, это вас беспокоит там Энн Хэтэуэй, условно говоря. Вы меня не знаете, но я вас знаю. Вот на втором вашем секретном, значит, телефоне, айфоне сейчас высветится информация о том, что мы вот видим ваши счета там, значит, где-то за рубежом, в каких-то там, значит, убежищах там, так далее. Вот ваши фотографии ваших детей подросших там, так далее. Мы знаем, там, у вашего ребенка там какие-то проблемы там и так далее. Мы можем с этим помочь. Да, я вот представительница ЦРУ, такой-то агентом и так далее. Вот говорю, ну, через какое-то время вот произойдет определенная ситуация там в Москве, ну, значит, возможно, там бунт, возможно, там вооруженный захват власти или еще что-то. Ну, мы просим вот поддержать, значит, тех, кто придет к власти там, да, то есть в регионе проводить спокойствие и все прочее, короче. То есть они будут торговаться с ним, да, в случае вот каких-то событий, которые, допустим, произойдут в Москве. Я думаю, что каждый из этих губернаторов, он так или иначе подозревает, что кто-то будет звонить. А если он скажет, да я там русский патриот, там еще там что-нибудь, ну, просто он как сидел в этом, как его, в квартирке, так, когда в Москве что-то случится, на него ракетка упадет. Там, и ничего не сделают. Ни ПВО никакие, там, никто не перехватит и так далее. Ну, может быть, пожалеют на мелкого сошку Алешку Самбуева, там, томагав какой-нибудь лишний. Но мне кажется, вот американцы именно так сработали. То есть они определили круг лиц, которые вот им не интересны, их и ликвидировали всех вместе с Хаминеи. А Хаминеи, что это старик, он до Талова пошел, да, вот, потому что это события, предваряющие его ликвидацию, да, вот как раз эти события, когда вот буквально месяц-два назад были, когда там больше 45 тысяч, в основном молодежи, которая вышла на улицу, их просто расстреляли. Ну, это я представляю, в 2019 году там Баиров, значит, придите ко мне на площадь, а тут, ну, все вышли, молодежь, и тут молодежь просто вышла, потому что посмотреть на Баирова и там, значит, в Ютубе там покрасоваться, поснимать рилсы какие-нибудь. Да, а тут вышли бы ОМОНовцы и всех бы расстреляли на той площади, да? То есть, а там в Иране это неоднократно повторяется. То есть они не просто, значит, когда власть эту исламскую революцию, значит, затеяли, они же там огромные расстрелы провели. То есть всех, кто был так или иначе против вот этого устройства государства, к которому вот эти аятоллы вместе с леваками привели, значит, Иран, там же расстрелы вот как с момента этой революции начались, короче. Там убивали людей регулярно. Но поскольку это вот страна глобального юга, там активно размножается, их там 80 миллионов, низкое ВВП, бедность определенная. То есть у них ВВП у Ирана и у Израиля одинаковые. Только на душу населения в Израиле там 55 тысяч на человека, а в этом 5 тысяч. Ну и как раз разница вот эта в 10 человек, она, ну, в 10 раз она вот как раз и вырисовывается. И, в общем-то, ну, понятно, по какому пути нужно строить свое собственное государство, да, вот бурятское тоже. Конечно, мы можем и по иранскому пути начать строить, там Великое Тангырянское
какую-нибудь великую Тенгерянскую революцию, значит, всех заставить там. Ну вот Туркмения Ну, взять пример. Вот, мне кажется, хороший пример. а видишь, в Туркмении вроде бы как все располагает, нефть, газ, все есть, не размножаются у них. У них там, оказывается, дефицит населения в Туркмении возник. И они же даже с Эрдоганом договорились о том, чтобы он там 2-миллионную вот эту диаспору прочистил. Там огромные депортации шли, значит, туркменов из Турции. Потому что была такая вот штука, что Туркменбаши ввел визы. Чтобы туркменам поехать в Россию, нужно было визу иметь. А поехать в Турцию не надо было визу. Понял? И за это время, вот за 30 лет, в Турции образовалась большая туркменская диаспора. Там несколько миллионов. И я вот из последнего, что читал, знал о том, что в Туркменистане очень такая же ситуация, как в Беларуси. Безлюдевание начинается. Ну, помимо того, что умирают, так еще выезжают в огромном количестве. Ну, я имел в виду в том плане, что построить можно диктатуру, либо демократию. То есть постсоветская страна, вроде бы плюс-минус база одинаковая у всех. И вот кто-то начал строить демократию, кто-то автократию, тоталитаризм. И это же можно, в принципе, экстраполировать и на Бурятию. То есть, да, Бурятия выходит там из состава, и что она начинает делать? Какое-то ханство с, не знаю, ханом-императором. Угу. Зуртаном Первым. Либо Зуртаном Великим. Не надо. величайший Зуртан-завоеватель. Не, я, кстати, не претендую на какую-то политическую власть. Меня всегда когда спрашивают, ну, я так отшучиваюсь, конечно. Если, естественно, народ попросит, придется возглавлять. А вот в этом-то весь и вопрос. Чего хочет народ? И вообще, нужно ли спрашивать народ? И интересует ли это кого-то? Ну, мои зрители знают, что я все время говорю, что людей спрашивать о чем-то, особенно в вопросах политического будущего, нельзя. Потому что, в принципе, люди, они вот с момента, значит, того, как из животных стали соображать, ну, так скажем, людей разумных превратились, практически не эволюционировали. То есть вот это все приходится на каждом новом поколении, да, ну, приучиваться. Там, не бросать мусор, например, да, не сквернословить, значит, ходить, ну, гигиену соблюдать, там, например, да, учиться. То есть это вот, ну, что по новой, все придется по новой делать, отстраивать фактически государство. Видишь, проблема вот этих всех диктаторских и железных рук в чем? В том, что общество от этого начинает страдать. То есть нужно вернуться к той форме деятельности и мироустройства, и порядка, который было до завоевания, до колониального периода. А это, значит, племенное управление. То есть я вижу о том, что в Конституции Бурятии, значит, главным не будет некоторый индивид, как это в американском. Но когда американцы писали Конституцию, они писали под кого? Под белого мужчину-рабовладельца, условно говоря, с определенным цензом, у которого в кармане в данный момент времени $20 находится, да? И потом постепенно, когда общество богатело, да, они права там давали сначала, потом своим бывшим рабам дали избирательные права, там, в конце концов, в 20-е годы 20 века дали право голоса женщинам. При этом женщины имели право голосовать, но не могли работать во многих штатах. То есть на многих профессиях они были заняты мужчинами, ну, потому что мужчина был глава семьи. И вот когда Вторая мировая началась война, и нужно было в срочном количестве привлечь рабочую силу, причем на такие виды профессий, где надо, ну, примитивные такие, да, сварка, там, не знаю, сборка, там, еще что-то. Ну, это женщин начали набирать. Ну, и оказалось, что действительно с высоким уровнем технологического, значит, развития, да, женщина, она может, в принципе, достаточно эффективно на некоторых отраслях заменять мужчину.
И это привело потом к развитию там, феминизма и всех прочих движений. И вот нам надо наоборот регрессию сделать, потому что сейчас вот все те вот американские наработки, которые пришли так или иначе в Европу, значит, в Советский Союз, да, вот это в русское пространство, оно там все через такую странную, как сломанный такой странный телефон проходит, да. И нам нужно вернуться вот к этой чистой составляющей бурятской нации. Племенное управление, сделать род, племя поставить во главе, то есть снова вернуться вот в эти различные структуры и основой бурятского общества сделать семью бурятского мужчины и бурятской женщины. И вот тогда уже, я считаю, что будут позитивные изменения. А если сейчас взять вот эту массу, которая прошла через комбед, через колхозы, через вот эту примитивную систему русского образования и так далее, то есть, ну, фактически нужно сделать то, что китайцы делают с некоторыми группами этническими, это запустить вот это поколение в центре переобработки, так скажем, переквалификации, чтобы вот этот русский дурх, русский мир из них выбить, оболванить, ну, вот эти как промывки мозгов, значит, этих буритосов, а уже потом можно с ними что-то делать. Я вот за такой вариант выступаю, потому что ну, не вижу о том, что трудно будет нам бороться, если вдруг власть на нас, естественно, упадет, не эволюционным путем. Трудно будет бороться с тем, что русский мир систематически вкладывал не в одно поколение бурят. Понимаешь, это шкатура поколений вот в школах выучилась. Многие же на веру воспринимают то, что, вот особенно дети, на веру воспринимают то, что там какой-нибудь русский нацик там, под видом учителя истории там заливает, например. Что буряты ничего не умели делать, там, например, там, чуть ли не на деревьях висели, вот, пришли там, значит, с грязными задницами казаки, их там чему научили. Ну так, ну это же глупости. А это стереотипное мышление, вот оно там выдерни там из 100 бурят, пара-тройка найдется, которые вот ненавидят себя по полной программе. И в этом отношении, конечно, вот мы сегодня там один документ обсуждали, реконструкция. Вот. Аболиционисты, они хотели провести реконструкцию Юга. И если бы им дали провести вот эту реконструкцию Юга, я думаю, что у американцев атомная бомба была бы уже там в 20-е годы. Понимаешь, мир бы был совершенно другой, короче. А вот поскольку не дали реконструкцию Юга до конца провести, там вот эти законы Джима Кроу пошли, вот эта сегрегация и все прочее, то есть это все осталось. Но если бы тогда политической воли хватило провести реконструкцию Юга, да, сделать вот так, как надо было аболиционистам, естественно, это было бы совершенно другое государство. А сейчас, ну, что имеем, то имеем. И поэтому не нужно допускать вот этих ошибок. И при этом, естественно, что, ну, сидит он этот человек, который, вот, понимаешь, доведен русским государством до такой системы, когда, ну, есть ничего. Ты знаешь, сколько сейчас хлеб стоит в Улан-Удэ? Вообще не имею представления. Булка хлеба стоит 70 рублей, 70-80 рублей. Это произведенное на вот этих дешевых, значит, крупных предприятиях. Ну, то есть, где экономика, она позволяет, там, я не знаю, хлеб там делать, может, там, за 5 рублей себестоимость там, и так далее. Продают его за 70. Причем, говорят, качество очень хромое. То есть, такое ощущение, что там используется мука самых низших сортов. Чуть ли не кормовая, из кормовой пшеницы сделана. И вот у них выбор, у них нету вот этой возможности. И когда мне там некоторые говорят о том, что вот там эти за деньги пошли, там, значит, служить, я говорю, ну, конечно, то есть, если им шанс предоставился, чтобы их дети, например, там, мясо каждый день ели, как это было, кстати, у бурят до революции, до того, как вы в блуд впали, люмпино-комбедовский, каждый бурят, даже самый нищий, ел мясо. Вот к этому мы должны вернуться, к этой традиции, чтобы народ сытый был, обеспеченный, плодился, размножался, увеличивал свою численность. Бурятский миллион
потом бурятские 10 миллионов. То есть мы должны вот эту всю территорию, которая освободится, наша историческая, от Енисея до Амура, мы ее должны заполнить людьми. Конечно, там есть вот эти всякие бурят-монголы, там это, да, всякую там чушь, там эту демографическую, там это, типа у бурят там возможностей нет. Я говорю, а как нет? И сейчас технически есть вариант. Искусственная матка, ЭКО. Навезем женщин там с Юго-Восточной Азии, желающих полно, скажем, там, берите вон там Ангарск, полно пустых квартир, Саянск, полно пустых квартир, Тулун. Все, заселяем вас туда. Приезжайте, сразу гражданство даем. Поедут в огромном количестве. Я даже подозреваю, что японцы, япошки тоже, ну, японские женщины тоже сорвутся к нам, так скажем, в Бурятию. Так что все в будущем, все впереди. Главное, вот я все время говорю бурятам, исследовать сионизм. Потому что у евреев же то же самое было. А что, сидим здесь, неплохо, нормально. В Германии сидели, в Англии сидели, во Франции, деньги делали, что. Пользовались ростом экономики, там, банковская сфера развивалась, там, промышленная сфера, там какая-то обслуживание там, и так далее. Все же нормально сидели. До поры до времени, пока вот не пришли те людишки, которые захотели их пограбить. Потому что основной вопрос с Холокостом, это, ну, помимо, значит, антисемитизма, так это было же еще и грабеж. Грабеж населения, потому что вот в эти эсэсовцы, кто туда шел, там это же отребье немецкое шло. Это все вот эти... ну, не челядь, как их назвать-то? Просто, ну, преступники мелкие часто. И единственный способ у них это было вот ограбить еврейское население, на него какую-то вину там и так далее. То есть, а это вот идеология. Что мешает сейчас, например, тому же Путину сказать, что ну вот Киев не взяли за 3 дня, потому что буряты облажались, короче. Бей бурят. Вот он же может так сказать? Где-нибудь на эфире, там еще там что-нибудь. И эти, те, которые ему прислуживали, там все, значит, эти всякие там Цыденов, там еще прочее, будут стоять с глупыми глазами, когда их будут обворовывать те же самые местные, которые вокруг вас там живут, вот эти вот какие каторжане, это отребья, которых нам туда сослали в Бурятию и в Иркутскую область, и в Забайкальский край. Поэтому я и говорю, бурята, не сидите, турку не это, есть пока возможность, пистолеты, гранаты, тротил, все что угодно покупайте, храните там, склады различного рода делайте. Для того, чтобы организовывать общество самозащиты. И потом, когда наступят, скажем, радостные для нас времена, быть, так скажем, во всеоружии. А не сидеть и потом, как ваши предки там всякие, там, значит, вот эти, предок этого, как его, Доржо-Дугарова, там они же там создали государственность бурятскую вроде как, там, буддийскую какую-то там. Даже лидер у них там был, чьим перевоплощением являлся этот Бедия Дандарон. Ну, а что итога-то? Не собрали войска, и в итоге пукнуло все, исчезло. Кто побогаче был, у кого бабки были, они за рубеж свалили. Ну, а с другой стороны, еще жизнь-то хреновая в этом, как в Шенехене. Они сейчас богатые, безусловно, там, 3000 бурят, там 150 тысяч или 250 тысяч голов крупного скота держат. Ну, да, конечно, многие это высшее образование не получали. Тоже есть определенные минусы. Так что тут надо, ребята, думать, возвращаться к племенному управлению. Вот одна семья, это род новый. Новые вот эти книги заводите, родовые, куда туда вносить. Значит, вот род там Зуртана, род там БНД, род Лысого Баира, например. Ну, что-то такое. То есть надо преобразовывать, реконструкция нужна. Это то же самое, как были джурджени, да? Там несколько раз с Китаем правили, то монголы пришли, короче, и вот у них вот на 200 лет они, даже на 300 лет, там монголы, китайцы, потом диаспора, да? И вот был у них там такой, по-моему, если я не помню, если я не ошибаюсь, Нурхаци был такой, значит, лидер, а может быть и другой. И он сказал, что нам надо имя поменять, короче. И вот они назвались в честь Будды Манджуси, манджурами. И на 300 лет
Китай заняли, и хорошо жили. И нам надо так же, Ну, друзья. хорошо, смотри, а собственность на средства производства у кого? И каким образом это регулируется? Ну, вот так все, клана, племя, Ну, то есть род. с царской руки просто кто-то раздает это? Или Но, что? но смотри, вот есть, допустим, значит, какой-то детский сад сейчас, да, условно говоря, где-то в какой-то деревне там ПГТ построенный, да. Мы говорим так, ага, вот эта земля, значит, допустим, какого-нибудь рода, ну, например, Туларек, Туле, да, зайцы. Вот это вот они исторически там жили, короче. Мы всех представителей этого рода собираем и говорим, вот это вся ваша земля будет. Все, кто не из вашего рода здесь живет, ну, допустим, буряты, они могут войти в этот род на определенных там соответствии, так скажем, понимаешь? Кто будет начальником этого детского сада? Род. Кто полностью его будет содерживать? Этот род. Ну, детский сад это Понимаешь? расход. То же самое с предприятиями. То есть вот все, которые предприятия там находятся, они будут, естественно, национализированы. По территориальному признаку. По родовому Ну, признаку. какой род проживал на такой Да, территории в большинстве своем? Где там людей не будет хватать, мы дадим новых людей. Где там, например, крупное предприятие какое-нибудь промышленного типа, да? То есть первый шаг это отобрать и поделить. Естественно, естественно. А как? А как иначе-то? Причем отобрать, и мы обоснуем это наше право на отбирание, потому что мы, допустим, не признаем итоги приватизации 92-94 года. Тут обосновывать ничего не нужно. Ну, это я про это и говорю, естественно. И главное, чтобы эта идея, вот она в бурятском государстве, ну, естественно, за все неудачи, в том числе финансовые, отвечать род будет. То есть, если у них дураки, ну, естественно, через какое-то время это предприятие либо обанкротится, либо они его разрежут, на металлолом продадут и, значит, отправят. Понятно, что есть какие-то предприятия, которые, ну, нужны для экономики, да, государства, чтобы мы государством занимались. Естественно, вот такие предприятия, так скажем, союзного значения, они будут в ставке хана. Стартовую позицию, да. условно равную для всех, да. А дальше уже идет вообще по-хорошему, ну, естественно, то есть рыночная экономика, потому что род будет еще и землей. То есть вся земля вот этого рода, она вернется в их собственность, и недропользование и все прочее. Так же, как в США. Вот там же, помнишь, когда вот эта лихорадка-то началась с нефтедобычей сланцевой. То есть раньше технологии были такие, которые, ну, добывают ту нефть, которая вот, ну, в пластах нефтяных лежала, они достаточно высоко находятся, там 200-300 метров, Ну, 10 метров, да, легкое извлекаемое. А потом обнаружилось, что, оказывается, эти животные всякие там жили еще глубже, и она лежит там на глубине 3-4 километров, да. И там другой тип бурения, там гидроразрыв пласта нужно делать и все прочее. И те вот как раз участки, которые уже выработали с легкой нефтью, те же владельцы там, ну, нанимают либо компании, либо продают, там геологоразведка и все прочее, короче. А некоторые могут и сами качать эту нефть. То есть ты же владелец этого участка, и ты качаешь нефть. Соответственно, все, что там живет, бегает, прыгает и так далее, это что же все твое? И понятно, что, ну, если есть у тебя, например, нефтяной кустик какой-нибудь, да, ты с него деньги получаешь. А если у тебя там нефтяного кустика нет, только у тебя там животные пасутся, там еще там что-то бегает. То есть ты сытый и будешь всегда, да. Может, у тебя там еще золото лежит, а может, где-то уголь и так далее. Но я думаю, что, естественно, что в будущем будет в том числе и советы там с какими-то, значит, далласскими там или еще какими-то чикагскими там, значит, экономистами и так далее. Искусственный интеллект. Грамотный искусственный интеллект под управление и так далее. И проблем. Сейчас же развитие вот этих информационных технологий, оно позволяет просто что? Экономить. Вот сейчас говорят многие, значит, IT-компании, даже они джунов лишились. То есть их нету фактически, не набирают. Все вот, кто работал на этой позиции, джуны, да, начинающие, которые там тупо там
код писали и все прочее, их всех выкинули, потому что дешевле подключить искусственный интеллект, который будет гораздо качественнее код писать, а уже люди, которые архитектуру знают, которые математику знают и так далее, которые уже на более высоких позициях, они просто будут годный промпт писать. Но здесь другая проблема возникает. Если нет джунов, то тогда и минов не будет, и дальше тоже будет. Не, ну это понятно, но это система образования, значит, соответственно, система образования будет под воздействием этого меняться. В принципе, теоретически даже могут в программисты пойти люди, которые вообще не шарят, ну, у которых мозги работают. То есть, которые не разбираются в написании этого кода там, и так далее, но они знают, что они хотят. У них есть глобальное стратегическое видение и там, ну, есть какие-то некоторые способности к математике. Поэтому мы сейчас в интерес... Да, мы в интересное время живем, и вот если мы хотим, буряты, в общем-то, добиться независимости и суверенитета, мы должны нестандартно действовать. И это вообще общая тактика была для тех, кто Китай завоевывал, да, и для монголов, и для джурджени, и для тех, кто там, значит, Танскую империю создал и так далее. То есть это нестандартное мышление. Естественно, в этом отношении, ну, как бы, конечно, там климатические какие-то условия тем же монголам помогали там за 100 лет до монгольских завоеваний размножиться и так далее. Но нам сейчас тоже определенная геополитическая ситуация очень помогает, потому что я-то, в общем-то, считаю о том, что вот та диаспора, которая в Америке существует, она, ну, представляешь, то есть, если бурят 400 тысяч, а в США живет 20 тысяч, это сколько процентов? 10% населения фактически. 5. 2. 5%. 5% населения, ну, понимаешь, а через, вот, тоже интересно для изучения, потому что она же будет богатеть так или иначе. Они будут оказывать, у нас даже вот есть одна девица, которая там, ну, по слухам-то, и с Биллом Гейтсом там, и массажик там Эпштейну делала там на протяжении нескольких лет, и зубы себе поменяла. И он ее готовил в ООН по воде, видимо, для того, чтобы потом куда-нибудь сунуть в какую-нибудь организацию ООНовскую. Там. Ну, такое это. ООН это как бы прибежище для этих, для всех. И он, видимо, не одну такую там пристроил, ну и что там, с Биллом Гейтсом фоталась, там, с другими, то есть вот уже выходы есть определенные, что надо таких использовать. Я думаю, что она там не одна такая, а просто, я имею в виду, что там не один Эпштейн такой, да, и вот таких вот, как вот эта вот женщина, нужно готовить, подготавливать в том числе, то есть, которая изначально знает, что она хочет. Она хочет стать там миллионершей, женой миллионера, там, значит, или еще куда-то и так далее. Ну, может, где-то гарматежки не хватает, может, где-то фигуры не вышло, например. Потому что у женщин же конкуренция очень высокая. Ну, и срок еще есть определенный, да, годности, так скажем, фактуры, там, всего прочего. Поэтому, вот, значит, эта диаспора, так или иначе, она будет в авангарде, так скажем, деятельности. Вот сейчас, тем более, ты слышал там про такого Александра Балахоева, не? Его 18 февраля, там, конечно, вот эта мистика там всякая пошла, там, и так далее, что в день там Сагалгана его там освободили из детеншена, значит, там, что вот он убежище получил и так далее. Но я думаю, он когда вышел, он вообще удивился очень сильно, что он, оказывается, там и, значит, и Декларацию независимости Бурятии писал, и в Комитет независимости Бурятии там входит, чуть ли не создавал его с нуля, значит, и 5-е, 10-е, вообще он там все... Ну, я говорю, я до этого вот общался там с главой этой организации, я говорю, ну, ты, говорю, здорово сделала, говорю, на него всех собак повесила, то есть, если бы его депортнули американцы, ну, и, кстати, он вот Asylum Granted, да, он получил убежище, это еще не значит, что его не возьмут американцы и не депортнут. И поэтому я ему говорю, что, ну, ему и вообще всем, что вы вот, ну, навесили на него там, да, ну, он должен вот, назвался груздем, лезть в кузов, как говорится, да, в корзинку. То есть он должен сейчас там возглавлять просто вот это все атаки на русское государство за независимость, за деколонизацию Бурятии. Это везде должен быть Александр Балахоев на всех конференциях там и так далее. Ну, раз вы из него сделали там
серого кардинала, красного кардинала и всего прочего, короче. Он, видимо, от такой информации офигел, наверное, слегка прифигел. А может быть, ну, ему в процессе докладывали, но поскольку, ну, если он загасится, снова уйдет там в какое-то бездумное зарабатывание денежных средств, да, то американские скажут, а что, где, за что ему дали-то Asylum Grant? Он представляет угрозу национальной безопасности, и мы его возьмем и депортнем. И повторно его депортнут, и американский суд ничего не сможет сделать. И уже тогда, уже со всем вот этим бэкграундом, да, как говорится, что его там везде всем назначили, короче, да, я думаю, там, конечно, его и пытать будут, и все прочее, там, и так далее, и, может быть, еще какие-то нехорошие вещи с ним сделают. Но в эту администрацию, конечно, трамповскую, все возможно. Но я вообще всем советую, особенно тем, кто, значит, в Соединенных Штатах получил грин-карту, сейчас в армию записываться, американскую. До 45 лет в армию берут, до, по-моему, 35 лет в корпус морской пехоты, потому что сейчас самое время служить в войсках Соединенных Штатов, в различных войсках Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что опыт службы в американской армии пригодится в том числе и вам, и бурятской диаспоры для того, чтобы в Америке формировать полки, которые мы, бурятские националисты, будем вводить для освобождения Бурятии. Для бурятам бурятскую власть и Бурятии от Енисея до Амура. Есть что-то сказать? Это у нас уже заканчивалось? Не, я просто я уже близко, сейчас 18:46 по центральноевропейскому времени, мы в эфире 52 минуты, потому что мы чуть-чуть раньше начали. Ну и, в общем, подытоживая вот эту ситуацию вокруг Ирана, Хаменеи, как ты видишь дальнейшее? Потому что сейчас есть такая информация о том, что курдские формирования якобы там в Иран вошли. Сегодня, значит, произошла там атака шахедов куда-то в Азербайджан. Как ты вот видишь это развитие этой геополитической ситуации? Что там, возгорится пламя? Я боюсь только того, что США опять дадут заднюю и скажут, ну, вроде мы что-то сделали, там что-то побомбили, достаточно. Потому что, возможно, администрация Трампа и хотела продолжить, и хочет, но все-таки в самих США есть очень сильные противники. Это вот леваки, все эти ребята, которые выходят, там скандируют, что США, мировой жандарм и прочее, мы этого все не хотим, прочие руки там от Мадуро, от Ирана, от всего. Возможно, под давлением этого Трамп как бы прогнется и скажет, ну ладно, ребята, мы тут заканчиваем, и это все останется на такой незавершенной ноте, и в принципе будет дальше все это тлеть и не знаю, что будет. Я бы хотел, чтобы они там закончили, сменили этот режим, например, но я не уверен, что так будет, прям сильно не уверен. Угу. Ну, я вообще, в принципе, наблюдал за Трампом, вот за его деятельностью, это Board of Peace, такой вот эта организация, которую он создал, и меня все время интересовало, почему же он все-таки вот с представителями, с лидерами Центральной Азии частенько так пересекается. А я более чем уверен о том, что вот вектор американской политики внешний, он немножко сместился, да, то есть понятно, что там Украина требует достаточно больших затрат, энергозатрат, так скажем, в плане финансовых вливаний там, и так далее. Но чисто статистически просто, да, вот чего боится Путин? Ну, Украина-то, в общем-то, не боится, потому что Украина, ну, примерно такой же профиль в плане рождаемости. Там больше чуть-чуть, конечно, фертильность у женщин, чем в Рашке. Но Путин явно боится Центральной Азии, явно боится проекта, о котором я неоднократно говорю в своем видео. Значит, Золотая Орда 2.0. Это когда кавказцы объединяются, значит, с казахами, с узбеками, с туркменами и создают новую Золотую Орду через, значит, там же все близко получается, через буквально
через 3-4 дня Москва будет в осаде. И они ничего не смогут делать. Они же не смогут там баллистическими бомбами там, Казахстан бомбить там, и так далее, ядерным оружием и так далее. То есть русские даже пикнуть не успеют, это уже Москва, значит, в кольце захвачена. И уже хан готовится, короче. Вот ты тут обвинил Путина в том, что у него есть какое-то стратегическое мышление вообще. Мне кажется, он ситуатист, так скажем. Ну да, ну они тактические решения. Я подозреваю, что на самом деле вот в этом отношении Трамп, он грамотно все раскладывает, потому что от позиции центральноазиатских стран, в том числе вот тех, которые не входят, например, Азербайджан, Армения, он же их помирил фактически делал, да, то есть конфликт, который вокруг Карабаха был, он завершен. С другой стороны, я не думаю, что, конечно, Азербайджан, он захочет создать большой Азербайджан. Как ты знаешь, вот Азербайджан и Монголия — это две такие интересные страны, в которых независимые, да, а большая часть населения этнического, оно живет в соседней стране. Вот Каджарская династия, например, она до династии Пехлеви персидской, она 150 лет правила Ираном. И там не только там Пехлеви претендент, там еще есть претенденты из Каджарской династии, которые вполне до сих пор существуют. И есть такой вариант, что Иран деколонизируется и распадется. И вот Пехлеви от этого не хочет. Но я не думаю, что, допустим, у того же Алиева, да, у него хватит душка, значит, ну, представляешь, то есть там, условно говоря, современный Азербайджан 7 миллионов, да, а 30 миллионов живет в Иране, короче. А там люди-то нормально живут, эти иранские азербайджанцы, у них там своя структура управления и так далее. Для них Алиев неизвестный человек, на самом деле. То есть я не думаю, что Алиев при захвате вот этой части Азербайджана, да, иранского, он получит какие-то там преференции. То есть есть вероятность того, что его скинуть. Поэтому вот такой диктаторский режим, он как бы будет лучше довольствоваться первым на деревне, условно говоря. Ну, поживем, увидим. И я считаю, что американцы должны продолжить, в том числе, наземную операцию, уничтожить вот этот ФСБшников, НКВДшников, этот корпус стражей исламской революции, которые, значит, в том числе причастны к геноциду огромного количества суннитского населения в Сирии, когда они помогали алавитам, значит, на протяжении долгого времени. Вот-вот режим Асада должен был упасть, да, в году там 12 или 13. А в итоге получилась такая ситуация о том, что вмешались туда вот эти, значит, КСИР этот, и в итоге привело к, значит, тому, что война продлилась достаточно долгое время, и несколько миллионов граждан Сирии погибло в результате этого. Ну, в общем, что ты пожелаешь народу Ирана? Победы. Да, и мы желаем победы бурятам. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. И Бурятия от Енисея до Амура. Вооружайтесь, друзья. Проводите акции гражданского неповиновения. Боритесь и поборите. Всем пока и до новых встреч. Встретимся с вами в ближайшие выходные. С вами был Зуртан Халтаров. Подписка, лайк, репост приветствуется. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.